Я в последнее время даже не живу мечтами, я больше стараюсь жить моментом, наверное. Потому что меня отбрасывает на пару лет назад, когда я очень много загонялся, потому что вот, я не знаю, что я буду делать завтра, не знаю, что будет типа сегодня. А потом я просто понял, что, мне кажется, загоняться не надо было просто типа делать то, что хочешь делать. Потому что я сейчас вот, бывает, жалею о каких-то своих действиях, совершенных на таком, как сказать, энтузиазме, но при этом я их планировал очень долго. И сейчас, мне кажется, лучше делать что-то спонтанно. Вот сейчас, Месяц, 2 месяца, что ты хочешь делать? Скорее всего, я же поеду по академической мобильности. Наверное, встретиться со своими друзьями из разных стран. Также встретиться с братом и сестрой. Они у меня сейчас учатся в Италии, в Германии. И я по ним соскучился. А какие твои друзья? Они все чудесные на самом деле. Я даже иногда, бывает, сам себе завидую. Потому что, как сказать, со всеми знакомство было совершенно случайным образом. И мне кажется, это просто судьба так распорядилась. Потому что с некоторыми мы просто абсолютно как-то невзначай познакомились, подумали, что мы общаться точно не будем, а потом самыми закадычными друзьями стали. Ну, и теперь такой вопрос. А где ты видишь себя через 5 лет, через 10 лет и через 50 лет? Несмотря на то, что ты живешь сегодня, просто представь. Если брать планы на ближайшие хотя бы 3 года, я вот хочу закончить ИНУ, получить уровень выше именно по корейскому языку и поехать, наверное, учиться в Корею на магистратуру. Вообще, изначально моя цель была поехать туда, но, как сказать, было сложно именно из-за того, что языка не хватало все равно. А вот теперь у тебя твоего языка хватает, чтобы сказать какое-то короткое послание на корейском языке? В принципе, да. Скажи, пожалуйста. 안녕하세요, 반가워요, 바트라입니다. Это просто я приветствую себя из будущего. Хорошо, а через 50 лет где ты будешь? Тебе будет 50 лет, а мне будет 90. Через 50 лет, мне кажется, я открою какой-нибудь, наверное, институт развития чего-либо там, и мы с Аминой будем сидеть и ржать над всем, что происходило за эти годы. А вы меня пригласите тогда консультантом? Да, потому что у вас все равно самый большой опыт, мне кажется, среди всех преподавателей. Именно даже международный опыт, можно сказать. Потому что у многих преподавателей все равно такого опыта нету, и они основываются именно только на своем опыте. А у вас опыт свой и своих друзей. И мне даже кажется, что это круто. Теперь тогда, раз уж об этом ты заговорил, ты уже на протяжении последних 2 месяцев занят тем, что интервьюируешь, общаешься с международными экспертами. Дало ли что-то для тебя? В каком-то плане это, можно сказать, раскрыло меня. Я сейчас меньше стесняюсь людей, возможно. Потому что раньше я очень стеснялся людей. Мне было некомфортно в обществе именно людей. Сейчас это как-то более-менее спокойно воспринимается мною. Я даже это сам поначалу не замечал, но именно, например, когда я монтировал видео, я мог замечать, что, например, в первом видео я был такой, типа, весь в мыслях, а в последних видео уже более как-то спокойно все было. И это, мне тоже кажется, плюс, потому что это как бы раскрытие своих внутренних качеств, которых я не знал даже. Я думаю, все. И международные эксперты, которые тебя знают. Если как международных экспертов, для начала я думал, что это будет очень сложно. Потому что незнакомые люди, и тем более иностранные эксперты. А оказалось на самом деле, что они более дружественные, чем я думал. И мне кажется, что, возможно,
тоже будем сотрудничать в будущем как-то. Ну, по крайней мере, на это надеюсь. Я раскрою секрет, наверное, больше для тех людей, которые нас услышат, о том, что ты вообще-то растопил, ну и ты, и Амина, и Жахия, и Аружан там у нас, и Алихан есть, и Тамирис, на самом деле растопили сердца этих взрослых людей. Но особенно многих тронуло, когда ты обратился к Ирфану Шахзаду, как «Анкл Ирфан», и он сказал: «О, это, говорит, так потрясающе. С одной стороны, я как бы дядя, это ведь дети, которые ровесники моих детей, но с другой стороны, я почувствовал, что себя таким важным и значимым для самого себя, потому что этим детям, своим племянникам, я могу передать какой-то свой опыт, который тоже собирался на протяжении жизни». И вот таким образом, я думаю, открываются и сердца людей друг к другу, и страны становятся понятнее друг другу. Вы растете, и мы растем вместе с вами. Спасибо вам за это. Это правда.